Мы уже на протяжении года говорим об обмелении Волги в Татарстане, однако уровень воды понизился во многих регионах страны. Сейчас мы находимся в Астраханской области, и здесь об обмелении можно судить даже по опорным столбам этих мостов. По словам местных жителей, еще пару лет назад в этом месте вода была выше на 2 метра. В результате берега начали зарастать густыми камышами, а посреди воды появились небольшие острова. Обмеление затронуло не только Волгу, но и большую часть местных рек и каналов, впадающих в нее. Поэтому теперь астраханцы наблюдают то, что раньше было под водой. Трубы, мусор, остатки кораблей. Снижение уровня воды привело к массовой гибели рыб и нанесло серьезный удар по экономике области. Это река Царев. Когда-то, где мы идем, вот в этом месте, около этого пирса, стояли корабли. Около 15 лет назад, в тот момент, когда была многоводна река Волга. Причины обмеления рек нужно рассматривать в комплексе, говорят специалисты Астраханского заповедника. Во-первых, погодные условия. Летом в Поволжье было мало дождей. Чтобы Волга пополнялась, река должна питаться регулярно. Во-вторых, местные экологи отмечают нехватку притока воды с верховья Волги. Астрахань – рыбный регион, поэтому по правилам эксплуатации каскада в неблагоприятных условиях соседние водохранилища должны сбрасывать сюда воду, в том числе Куйбышевское водохранилище. Каждый год у нас немного больше воды остается в водохранилище в Куйбышевском, чем могло бы оставаться. Понятно, что хочется, чтобы была комфортная картинка, чтобы суда проезжали везде, и лодки, где хотелось бы. Но разница такая, что где-то комфортный подъезд и красивая картинка из окна, а где-то гибель рыбного поголовья на годы и на десятилетия вперед. И где-то комфорт, а где-то возможность работы экономики и, скажем так, пропитания населения. Потому что в Астрахани большая часть населения питается той рыбой, которую они поймали. Понятно, что ситуация близка к катастрофе во всей Волге. Если в Астрахани это удар по экономике, с точки зрения рыболовства и туризма, то для Татарстана вопрос навигации, грузоперевозок, развития того же туризма и рыболовства, пусть и в меньших масштабах. Понятно, что каждый защищает интересы своих регионов. И то, что этот вопрос обсуждают уже 3-ю неделю в Госдуме, говорит о том, что баланс так и не могут найти. Рузаль Шарипов, Андрей Ключников, ТНВ, Астрахань.